Музыкантом, наверное, я родился. Ну, то есть, я имею в виду, что я еще будучи маленьким ребенком, лет 5-6, уже что-то импровизировал. Я просто тогда не понимал, что это называется импровизацией. А то, что счастье бывает, люди скрывают, душу пытают не со зла. Им верить хочется в чудо, и каждое утро вновь зажигается мечта. Все меняется вокруг, мой друг. Даже сердце замедляет стук. Все течет, как талая вода. Мне за 40 это не беда. Артур Лакарба – известный артист абхазской эстрады, композитор. Он автор многочисленных хитов. Его песни живут долго. Многие артисты перепевают. Он не владеет родным языком, однако у Артура железное правило – писать музыку только на абхазский текст. Тексты пишет сам, если песня патриотическая. Участник Отечественной войны народа Абхазии. Открытый, искренний, отзывчивый, веселый человек с улыбающимися глазами. За спиной у Артура непростая жизненная история, которую мы хотим рассказать в этом фильме. У меня не были родители там министрами, директорами, они были обычными. Мама работала официанткой, папа работал таксистом при санатории МВО, они все работали. Артур родился в Сухуми. Ему было 10 месяцев, когда родители разошлись. Мать Анжела Карапетян. Артур рос с мамой в армянской семье, но все время общался с отцом и его родней. Моего отца вторая жена, мать моих братьев, Лашика Лакарва и Ахры Лакарва, погибшего на войне. Безумно люблю эту женщину. Интегрировала меня в семью отца. Она так поставила в своей семье, что у ее сыновей есть старший брат, который решает обязательно. Ну, я сейчас понимаю, что она была молодой девушкой, но она уже была мудрым человеком. Его детство так и прошло между двумя семьями, которые ему одинаково дороги. Любовь ко всему абхазскому ему прививали в доме матери, часто напоминая, что он абхаз. Они с детства меня учили, что я абхаз, что моя фамилия Лакарба, что я живу в Абхазии, и что это и есть мой народ, моя культура. Они прививали мне любовь ко всему, хотя они были далеко от этого. Слова по-абхазски не понимали. Отдали меня в 10-ю школу, я там учился, закончил. Ну, они сделали все, чтобы я не потерял свои корни. Любовь вообще к музыке у меня проснулась в 80-м году, конкретно почему зафиксировалась эта дата, потому что я первый раз тогда увидел Сан-Ремо 80 с песней Феличита Альбано и Ромина Пауэр. И мне настолько меня охватил сам фестиваль, весь просто в этом выпуске победили Альбано и Ромина Пауэр Феличита. Артур был очарован музыкой. Все время напевал эти итальянские мелодии, подбирая слова с итальянским звучанием. Я просто на слух как воспринимал их слова, так и пел. Феличита, Феличита, я до сих пор их помню. Старший брат Артура перед сном часто просил спеть какую-нибудь песню. И когда ему надоедали одни и те же мотивы, Артур начинал импровизировать. Так в нем формировался композитор. Там, к примеру, «Chiamano amore se ne va, bella non parlare la città». Вот я сейчас симпровизировал мелодию и тут же слова. То есть это слова ничего не значащие, это вот просто они во мне сидят.
Мне так удобно писать музыку, потому что я чувствую акценты. Артур Лакерба! Артур очень любит вспоминать советское время. Говорит, что там оставил свое счастливое и беззаботное детство. Кстати, тогда еще педагоги заметили его хорошую дикцию и доверили озвучить парад. Тогда, вот, допустим, 9 мая, 7 ноября собирали все предприятия Сухума. Вокруг площади стояли просто народ, люди с шариками, с праздниками. И там по громкой связи всегда говорили: «Да здравствует 7 ноября!» Или «Да коммунистической партии Советского Союза слава!» Вот это читали я и Инга Хачидзе. Детство и школа остались позади. Надо было определяться с выбором профессии. Артур для себя знал, кем ему надо стать. Однако отец за него решил его судьбу, а Артур не мог ему перечить. Отец был большим авторитетом. Он молча принял его решение. Мне всегда мои старшие мужчины говорили, что музыка – это не мужское дело, это не мужская профессия. По настоянию моего дяди Анатолия Лакерба, это брат моего отца старший, и по настоянию моего отца, я после школы поступаю в Высшее Черноморское военно-морское училище имени Нахимова, город Севастополь. То есть на командира боевой части, подводной лодки боевой части номер 2. Но понятно, что это не мое. Не его. Его не отпускает музыка, и Артур оставляет учебу и возвращается домой. Это был 1992 год. Так начинается война. Откуда они узнали? Мы же не всегда жили. Это же надо же. Все-таки вы защищаете. Артур берется за оружие. Вот он в кадре. Воевал и его брат Ахра Лакерба. Погиб. Ему было 18 лет. Для Артура это невосполнимая потеря. Молодой мальчик, перспективный, чистый, порядочный. Я его очень любил. Но ты все равно молчишь, веришь и ждешь ты. 27 сентября 1993 году написал «Тут стоишь нога, ты мать моя», песню про Абхазию. Кстати, ей в этом году были 25 лет. Столько же, сколько и победе и освобождению города. Вообще день освобождения города, и эта песня в один день. Но на пороге лжи. Ты в команде «Горец»? Да. Представьте. Лакерба Артур Петрович. Откуда? Родом? Из Сухуми, город Сухуми. Ну, это вместе с этими ребятами в «Горце», да, в команде? Да, вместе ну, с ними. как у ребят настроение? У всех настроение одно, наконец-то войти в свой любимый, родной всеми город. Да. И скоро ли это будет? Но это не только зависит от нас, конечно, но все, что зависит от нас, мы делаем. И делаем на совесть. Ты лучший город на планете, ты Богом создан, ты святой. Минуло 25 столетий, а ты все так же молодой. После войны начался новый творческий этап в жизни Артура Лакерба. Он много работал, без устали, и песни наполнились новым содержанием. Прежней простоты уже не было. Друзья предлагают провести концерт в послевоенном разрушенном Сухуме. Артур удивлялся, да кто же придет? После пережитого не до веселья. Назначаем день
концерта. В полный зал я не ожидал. 500 мест, сидячих мест, 500 человек сидел. Первая песня, там тогда еще кассеты были, включаю, только начали петь, бах, и выключается свет. Там были молодые ребята, сейчас они уже взрослые люди. Быстренько сориентировались, побежали, где-то, где они эти камыши достали, не знаю. В церковь забежали, они, ну это минут 20 все длилось, эта пауза в темноте. Там двери открыли, свет стал заходить в зал. Они за эти 20 минут объездили где-то по городу, достали камыши, в церкви купили свечки, принесли мне, передо мной стол поставили, свечки зажгли и вдоль рядов стали с камышами, они в солярку или куда-то там окунули. И вот это час 40 был концерт. Гитара, я и зал. Ни один человек, ни один зритель, он не ушел. И этот концерт мне запомнился вот на всю жизнь. У него был контакт со зрителем очень. Он мог держать публику, он очень интересный и как ведущий, и как артист. Но очень позитивный человек. Нала Хашик была на этом концерте. Еще тогда Артур, как артист, произвел на нее впечатление. Агармацис – первый музыкальный детский фестиваль. Организатор Инга Заркуа. Она приглашает Артура к сотрудничеству. Он пишет песни для детей. В этот период лично с ним знакомится Нала Хашик. Она привела к нему своего сына, чтобы записать песню. Их дружба окажется крепкой и долгой. Он писал фонограммы для детей. Очень сложное время было. На тот период этот проект был как луч света. Никакой аппаратуры у него не было. Вот с миру по нитке что-то собрал, сам учился дома, он работал, принимал. Он практически не спал. Он работал ночью, он работал днем, утром. Приходили, уходили, как на вокзале. Избан сдырма хабрия хайкум шадид, избан акжаичу хараб кауит. وكولتورا مينستر رجع حقل جنا أريا سوق زم سريشس بخزوا صبح سسقانا جالس شغلنا ومكوس عير يوم مكوي بس هشتوا زم كناس وبرند زهان هجي يقوم يبهم هذا تخا هاي أبري أبانينت شرم أيش أقول خرخر ترى أيش أقول وعارفش وجو مكوك حق الجوش بس أنا حزوس تبكدس هاي بشتاش لك حيجي جخا بس هيفسون هيبات أخزمكم. Анатолий Алтейба – ближайший друг Артура Лакарба. В начале знакомства отношения у них не сложились. Один не воспринимал творчество другого, пока однажды Толик не сделал первый шаг к примирению. بس يخس السوحر عشان يجيش دوجو неожиданно нас حيما يتفجز أو هاي يفسو زوجو سسوحر جه ну سوحر فكري سجودي بس условия отсутствия وريس رحني طول دبرجو أدرس إن كل رحلة قد يحوي ورساس ونحلط سرا وروس نحلط أبس ورا نخرخ تورخ حقوصه هاي بنحلط يحوي سرا وروزو أنا بزيادة في جس عزوم ورس الزو أنا بزيادة في جو عزوم وخدش وزرجوا عزوم تاخدش ندقيش شريجين وعين هن حلبتن أبوتيل كان شو عن زحي برشخون هن حبوتيل كان شو حقود يبقلن هاي برزن وبرينا خس خبابش بشوف شو بعبش حيصير زومز وخيش الجاهز. أي بجاش كنا عجبري تسرقوا بخيت بطوع كنتي يهربنكو ببلكو ناس ينبانزاس درتورك شالز يوسف أبرا أشيون أبري ببلكو سرت في جلبزي زبط يخد هاجس ديسك أخذ أبخد بديسك نتسج وزجي خديس يستز ببلكو حافظ بنزرت في جل يفشزوب يراشيون أرتور أبري زنوس سيهد وراتولي كبس ميلوديا بزيك سمو بزيد زيريه يزدروا دجرا بسيشة لكوزال خوازريه نفس أنا مني ديسك وراكوني هما زبري إنسانية عزجان أيونا استوديو خوشك وادا جسمه نبرس سوزة تنسزت لكن صلا جدا جدا خجلمتي. هناك نشتسن شخصك أردت كان بريجيت بيركيف كورش سيم دو يتشكل سزت يتشنا سوم كبريات أوه يسكت زلي أرتوري شيء تزو جوك جامي نترلا هاجا كوجينه سبجينا جنبرا ماجدافوني نص
Неизвестных песен у Артура Лакерба практически нет. И те, что он сам исполняет, и те, что пишет для других. Он работает со многими артистами абхазской эстрады, а некоторые звезды зажглись на небосклоне благодаря ему. Многие помнят популярную Ренату Богатылия. Хибла Мукба, Мана. И в итоге я к нему пришла Мананой, а стала Маной. И вот как я только объявлю Манана Братухина, встречайте, люди будут ждать, а к нему говорит Владимирский Централ. Фамилия такая, говорит, немножко шансоновская. Хотя у Маны контракт с Артуром закончился, она продолжает работать с ним. С его помощью у Маны уже 3 альбома. Тексты у него удивительные, трогают за душу. В первую очередь он очень хороший друг. И такими людьми не разбрасываются и просто так не оставляют. Я очень ему благодарна за то, что он был, есть, и я очень надеюсь, что будет дальше. Яра апсу издирзом, апсу адрма зазет Ерман куроб зазаз насьям Ерману биждирот. Убст алар гяван зинзапсура итахмка теглазашило хуцузар. Абрейц нуқора ханала ганасхаб хишвала шотию козавзеге аурис швилаку напхет пя диски тижиз. Нас абрия хайц нуқора хилша мамзерге и худша чапсахна чак алос издирмаха Артур жок и жашик сацвет психем зердашашаки миюэжди. Я хавнин яухар хақс шот аурис швила сизюха аурис швилам танх хасмазам психил тахзришует авию. Он очень надежный. Если я вот ему скажу, Артур, ну вот такая ситуация, можешь помочь? Нет проблем, это его любимое слово. Нет проблем, да все нормально. Вот, ну не знаю, с ним бы я пошла в разведку, такой он. Огромной души человек, он добрый, он открытый и очень ответственный. Вот уже 4-й год я с ним работаю, да, вот по роду деятельности. Никогда он меня не подводил. Да, я-то не музыкант, мой брат. Заходи, дорогая. Артур живет в Сухуми. Здесь всегда много гостей. Красивый двор, оформленный со вкусом, для хорошего отдыха. И все это заслуга Лики, супруги Артура. А что может по дому, по хозяйству делать Артур? Кроме того, что фоном может петь. Руководить, встречать гостей. Меня освободила от всего по хозяйству, я имею в виду, да. Она взвалила на свои плечи, но тем самым освободила меня для того, чтобы я занимался творчеством. Так отпусти меня на волю, ты же видишь, что я болен, болен только лишь тобой, и нет у нас судьбы другой. Так отпусти меня на волю, я молю тебя, не скрою, что люблю я всей душой, но только хватит. Лика отпустила его, освободила от домашних дел, чтобы он мог творить. Он творит, создавая песни, в которых есть смысл.
Лика, супруга Артура, на самом деле она очень сильный человек. Это Артура спина, это его тыл. Не показывает все эти трудности, наверное. И она в первую очередь, конечно, она Артуру очень близкий друг. Давай, Мама замечает, что когда я нервничаю или переживаю по поводу чего-то, очень похож на него. Я не позволял себе никогда с ним ругаться. Была такая ситуация, когда он меня ругал. А я просто стоял и с опущенной головой, то есть было за что меня ругать. Но в ответ, это у нас... Я не мог просто позволить себе ругаться с отцом. Много чего меня научил, даже ездить за рулем, это научил меня Артур. Это его семья, моя семья, это самая близкая часть моей жизни, и часть его жизни также, я думаю. Артур очень добрый, отзывчивый человек, на самом деле, это брат моего мужа, это опора, это поддержка моего мужа. Это человек-праздник, если он приходит к нам в дом, если у нас плохое настроение, на самом деле он нам всем поднимает, мы сразу все радуемся, мы сразу все улыбаемся. В этом доме всегда много гостей, веселья и музыки. В один миг может показаться, что жизнь Артура и Лики очень беззаботна. Однако на их долю выпало много испытаний. Вот только рассказывать об этом они не любят. Проблема с выездом. У Иварев баны шимо, у Иваглар, и тому бахаем бакван, чтобы он ходил и говорил, вот у меня такая проблема, пожалейте меня, нет. В панику не впадает, и он может успокоить, он может разрядить, он не зацикливается на проблеме. У Артура 3 детей, 2 сына, дочь и внуки. И мало кто знает, что у одного из детей тяжелое, неизлечимое заболевание. Ему 15 лет, никак. Там младше. Младше, да. ДЦП. Ну, тут ничего не сделаешь, это, наверное, как-то сверху за испытания какие-то. Я не знаю, как это объяснить, как это понять. Не надо тут вешаться, бросаться со скалы, просто надо это принять, и надо в этом участвовать и с этим жить. Болезнь сына его не сломала. Артур понимал, пока он крепко стоит на ногах, пока есть силы работать, он сможет заботиться о своей семье и о больном сыне. Он часто выезжал за пределы Абхазии на долгие месяцы, чтобы заработать деньги на дорогостоящие препараты. Но судьба уготовила ему еще один удар. Это очень сложный период в моей жизни. А почему? Ты прямо о таких сложных вещах заговорила, что ты меня возвращаешь немножко туда сейчас. То есть, когда мне объявили диагноз рак 2-й стадии, я плохо тогда разбирался, 2-я, 3-я, 5-я, какая разница, буквально несколько лет назад у меня мама умерла от рака, я ее похоронил. Тут уже сообщают мне, у меня рак. Но я когда ехал уже туда, в Москву, то есть я ехал упавший духом. Честно говоря, я думал, все, еду в один конец. Для музыканта-композитора диагноз рак горла, конкретнее связок, это не болезнь, это смертный приговор. Он впервые борется за себя. Должен выжить во что бы то ни стало. Ему было немного за 40, и он не мог себе позволить уйти так рано, оставив столько незавершенных дел. У меня там произошла переоценка. Переоценка жизненных принципов и интересов, смысла жизни. Когда ты пришел в больницу и тебе сказали, что ты умираешь, и причем это происходит с рядом лежащими постоянно, то есть я же вижу, вот с ним поступили, этот умер, тот умер, тот умер. И начинаешь задумываться не о смерти, начинаешь задумываться о жизни. Ты знаешь, Анна, больше всего мне было обидно, что я за свою жизнь, пока не пришел к болезни, к порогу смерти, слава Богу, она прошла мимо, но я ж думал, что умираю. Мне больше всего было обидно,
что я не успел сказать тем людям, кого люблю, что я их люблю. Артур 8 месяцев находился в Москве, боролся за свою жизнь. Если верить в чудеса, то они сбываются. Почему моя душа все поет и поет? А потому что к нам спешит Новый год, Новый год. Я позову своих друзей в эту ночь, в эту ночь. Страшные дни позади. Он победил рак. И врачи дали слово, что Артур встретит еще не один Новый год в своей жизни. Человек, который не сдается, он сильнее своей судьбы, да? Вот он, его вот это упорство, его жизнелюбие, вот это его вернуло к жизни. Я очень горда тем, что я в списке его друзей. Мы не только я и Артур. Самое главное, что его супруга и я, его семья, его теща, мама, брат, сестра, мы очень близки. Мы в хорошем и в плохом рядом. Игуа Артур подонезд. Уаналих, угранига, угрегет, уалих, ну, аханги дуизо. Я истоху безу, азачу, иуску загилкач, например, проблема к суму, Артур. Проблема каш да клсот. Я ацатуй. Я расисам зап герис барс дала. Он очень тонкий человек. Он очень добрый, вот огромной души человек. Он умеет радоваться чужому успеху. Это дорогого стоит, это не каждый сможет. Он может, как ребенок, вот он восхищаться может. Артур гисаги сымша брахто бабра. Абриавада чо хашанза, ахазара ханажу махбарбарот саат кюсат, саат в барзы данаевой, а саат жой алит уштахат шуру бакум зарах цазу сазум здха, ихо бранза хани толаб хазла шажу гебриом. Хараказара перес яхаму хазаро. А пара уинас чак злах уж пахмура тацу кризла шахцу. حب شاب أجيلك وس أنديان تزعنا برا باز برا يخ شمات كور حرق يجرب بسقوك أتنا وتفين ترون أتفقي حمد زمز دخا يحن حمر بش زست دخان أن يقزر يشوف خان يبقى أحد زم يسمى شاش يمحوز يقولوا برا جيمو بشارة جيمو بدي أكشوف أزعنو تخاذ زش يزيو وارجيانا Никому не подскажешь, что согреет тепло. Небеса, небеса, небеса со мной мечтали. Небеса, небеса, небеса мне крылья дали. Небеса, небеса. Мы беспокоимся, если потеряем золото. Мы беспокоимся и нервничаем, если там, разбили машину. Но мы плевать хотели на то, что у нас каждую минуту утекает время. Вот к этому мы относимся просто. Мы не можем понять, что время это не бесконечный процесс. Причем больше скажу, он в любой момент может остановиться, этот процесс. И надо сегодня жить как последний день, радоваться и наслаждаться. Вообще, я считаю, человек проснулся утром сам, ничего не болит. Сам встал, сам умылся, сам оделся, сам позавтракал. Это счастье. Все остальное задачи, которые нужно решать. Смог решил, не смог, завтра решишь. Потому что радоваться жизни, радоваться людям, которые... Все меняется вокруг, мой друг. Даже сердце замедляет стук. Все течет, как талая вода. Мне за 40 это не беда. Все течет, как талая вода. Мне за 40 это не беда. Там за окном жизни праздник.
мост не брошенный, увы, я в нем не найти мне соблазна.